путь этого человека удивителен. Он начался на бедном эстонском хуторке, а закончился в столице Российской империи, Санкт-Петербурге. Он родился в крестьянской курной избе, а часть своей жизни провел в царском дворце. И это не сказка, это быль. Наш рассказ сегодня об основоположнике эстонской национальной живописи Йохане Кёллере. Родился Йохан Кёллер на хуторе Кыбра в Вилендиском уезде в многодетной крестьянской семье. Время не пощадило этот хуторок, остались от него только ворота. И старая березовая аллея ведет не к дому, а в поле, а дальше сосновый лес и опять поле. Йохану было 6 лет, когда родители решили взять в аренду у помещика хутор Лубьяссаре, недалеко от Viljandi, в волости Vastõi-mõisa. Lubjassaares oli nii suur talu, mida ennem pidas üks poissmees, kes ei jõudnud mõisa maksu maksta, aga Kölleri peres olid juba lapsed nii suured, et aitasid talu pidada, siis anti see Lubjassaare Kölleritele. С тех самых пор на хуторе Лубьяссаре жили только Кёллеры, и сейчас его хозяйка Линда Кёллер, потомок одного из родных братьев художника. Родители Йохана никакой работы не боялись. В своей автобиографии Кёллер писал: «Отец и мать – честные, терпеливые, трудолюбивые люди, в цвете лет и жизненных сил, довольствуясь немногим, не домогались большего, а потому не ведали нищеты и крайностей. В курной избе, в грубых одеяниях, питаясь плохим хлебом, жили трудом, который развивал силы, не нагнетая на развитие умственное». Грамотные родители, обучив чтению старших детей, возлагали на них обязанность передавать знания младшим. Малейшая крошка хлеба, уроненная на пол, поднималась и как бы для очищения прикладывалась к губам. В доме родителей Кёллера, как и во многих других домах грамотных эстонских крестьян того времени, были Библия, календарь и песенник. Вот по Библии и учила читать Йохана старшая сестра. В 9 лет его отправили в Viljandi, и он проучился там в немецких школах около 3 лет. Но рубли, сбереженные отцом на его образование, закончились, и Йохан вернулся на хутор Лубьяссаре. Позже, по просьбе родителей, его взял в поместье Vastõi-mõisa управляющий Фабер. Мальчик был там и писарем, и счетоводом. А в свободное время рисовал. Управляющий заметил его способности и предложил учиться малярному делу в Цесисе, в мастерской своего брата. 13-aastaselt ta läkski Cesisesse mõisavalitseja venna Faberi juurde maalriõpilaseks. Oma sellitööd tegi ta seal 6 aastat, sealt edasi ta läks Peterburi. Кёллер приехал в Петербург осенью 1846 года. Приехал с одной единственной целью – выучиться на настоящего художника. И он стал им. В 1855 году сын эстонского хуторянина, маляр и рисовальщик вывесок, закончил Петербургскую академию художеств. Академию он закончил с малой золотой медалью за работу «Геркулес выводит Цербера из преисподней». Эта работа ярко демонстрирует все его умения, приобретенные за годы обучения в академии. Очень скоро Кёллер стал известным портретистом, и у него появилась возможность побывать в художественных центрах Западной Европы, во Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Швейцарии. В Париже он написал для церкви в Инну, в том самом городе Цесисе, где когда-то работал подмастерьем маляра, алтарную картину «Распятие». Это первая картина, которую он экспонирует за границей, и Петербургская академия художеств удостаивает его звания академика. И, наконец, здесь очень важно сказать, что эту картину он подписывает Кёллер в Viljandi, подчеркивая, как во многих других работах раннего периода, подчеркивая свое эстонское происхождение. А потом была Италия, самый счастливый период в жизни Йохана Кёллера. Он многому тут научился, много увидел и много сделал. На родину Йохан Кёллер приехал только в 1863 году, спустя 24 года после ухода из родного дома. То, что он увидел здесь, потрясло его. Вид угнетенного, забитого народа произвел на меня невыразимое и тягостное впечатление, писал он. Действительность превзошла все, что могла создать самая дикая фантазия. В то время он уже был приглашен в Зимний дворец.
Иван Петрович Кёллер, так звали его в России, давал уроки рисования дочери Александра II, царевне Марии, а позже ее детям. И потому Йохан Кёллер смог стать при дворе российского императора защитником интересов эстонцев. Все те петиции, которые составляют эстонские крестьяне, все те прошения, которые возникают в Эстонии, так или иначе проходят через руки Йохана Кёллера. Художник и сам принимал участие в подготовке коллективного прошения вилендских крестьян. Они просили царя изменить условия выкупа земли у помещиков, отменить отработочную ренту, расширить сферу использования эстонского языка, дать церковным общинам право избрания пасторов. 1864. aastal oli siin Lubjassaares selline suur salakoosolek, kus siis koostati palvekirja tsaarile, et Kőler juba tol ajal töötas tsaari õukonnas, siis tema oli selline vahendaja, kes siis sillutas nendele taluperemeestele või nende esindajatele teed tsaari jutule nende palvekirjadega. Благодаря Кёллеру делегации крестьян удалось передать петицию императору Александру II. Кёллер действовал. Он основал кружок петербургских патриотов Эстонии, был президентом общества эстонских литераторов. Он поддержал открытие эстонской Александровской школы, планировал аграрные реформы, добился разрешения на выпуск газеты «Сакала» на эстонском языке. Он даже участвовал в распространении эпоса «Калевипоек». Живописец, профессор Российской академии художеств, стал одним из лидеров национального движения. Он был одним из наиболее интересных его деятелей. Человек истинно демократичных взглядов, не человек компромисса. Человек, который из всего сердца старался помочь эстонским крестьянам в их трудной жизни. Конечно, в своем творчестве, так или иначе, он отразил свое отношение, свое видение и критику существующего положения. В 1879 году Йохан Кёллер написал для Карльской церкви в Таллине фреску «Придите ко мне, страждущие и жаждущие», первое монументальное произведение в эстонском искусстве. При работе Кёллер использовал подлинную технику фрески, столь редкую тогда в России. Для этого он съездил в Германию, и он писал о том, что чистые краски под влиянием штукатурки, высыхающей штукатурки, приобретают необыкновенное свечение. Денег за эту работу у прихода художник не взял. Он сделал подарок этой первой церкви для эстонской общины. Между прочим, с этой фреской связана интересная история. Летом 1863 года Кёллер побывал на острове Хиума. Его пригласил в свое поместье Ваймла барон фон Гернет. И его встретил здесь на Хиума кучер и управляющий музея Ваймла Виллем Там, который тут в народе назывался Илус Виллем, красивый Виллем, потому что он был очень стройный, высокий и выглядел хорошо. И лицо было такое красивое, очень хорошие черты. Кёллер увидел его в первый раз кучером, как сидел там прямо. И посмотрел в лицо, сказал сразу: «Вот, это же лицо Христоса». Лицо красивого Вильяма с острова Хиума можно видеть на фреске Кёллера в Таллинской Карльской церкви и на его алтарной картине в Тартусской церкви святого Петра и Марии. Красивого Вильяма на острове не любили. Дослужившись до управляющего имением, он, сам из крестьян, не раз жестоко избивал крестьян за малейшую провинность. Когда поставили эту фреску там в Таллине, тогда хиумасские жители ушли из прихода, потому что было плохо смотреть, как люди на коленях стоят перед Илус Вильямом, который был красивый человек, как говорится, я стараюсь перевести, который был красивый мужчиной, но плох от сердца. Наш народ здесь начал его звать хиумасским или кассарским Христосом. А на том месте, где была когда-то мыза барона фон Гернета, стоит камень с надписью: «Здесь жил и работал в 1863 году Йохан Кёллер, художник, академик».
На острове Кёллер написал одну из лучших своих акварелей «Женщины с острова Хиума у колодца». В том же году он написал камерные портреты своих родителей. Isa vanemas eas jäi pimedaks. Kui Köhler neid maalimas käis, siis maaliski ema ja isa korraga, et niimoodi tagasihoidlikud ja maaliski neid niiviisi pilk alla suunatud emal ka, et siis välja ei paistaks, et isa pime oli. Köhler, конечно, имеет совершенно особое место в эстонской живописи. Он основоположник национальной живописи. Это первый профессиональный живописец. Его можно назвать национальным художником, несмотря на то, что он следовал академическим идеалам до конца своей жизни. Соответственно, этим идеалам искусство превыше всего национального, искусство интернационально, оно вечно. И Köhler этому постулату остался верен. Как это часто бывает, даже в академической живописи, как бы не претендующим на национальное своеобразие, национальное все-таки как-то проявляется. Оно вообще необъяснимо, не очень хорошо можно выразить национальное начало в словах. Это больше поддается чувствам или подсознанию, может быть. Всю свою жизнь Кёллер был идеалистом и всю жизнь по первому зову спешил на помощь людям. Пытаясь помочь 30 эстонским переселенцам, он вложил все свои средства в покупку для них имения в Крыму. Мечта устроить для соотечественников рай на берегу теплого моря не осуществилась, затея провалилась, и художник потерял все свое состояние. Он так и не смог выплатить долги, и в последние годы преуспевающий прежде живописец во многом нуждался. Кёллер умер в своем ателье на 74-м году жизни. Сердце отказалось работать. Перед смертью он попросил похоронить его на родине, ведь в Петербурге родных у него не было. И кто же, беспокоился Кёллер, станет ухаживать за его могилой? 22 апреля 1899 года Петербург прощался с художником. Прах его перевозили в Эстонию. Похоронную процессию, писал современник, сопровождало много друзей Йохана Кёллера и вся петербургская колония эстов, многие из которых были ему хоть чем-нибудь да обязаны. Похоронили Йохана Кёллера в Виляндиском уезде, в Сурой-Яне, на кладбище у старинной церкви. В его руках палитра и кисти. Он не расстался с ними и после смерти. А старый хутор Лубья-Сары живет и жизнью доволен. Как и 170 лет назад здесь живут дети. И эти дети тоже любят рисовать.